Таджикистан и Кыргызстан договорились активизировать работу по делимитации и демаркации госграницы. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии преобразует международную организацию. Компания Илона Маска SpaceX отказывается финансировать сервис Starlink в Украине. Зеленский поблагодарил ПАСЕ за признание Российской Федерации террористическим режимом. В Астане спустя месяц после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе прошли переговоры Таджикистана и Кыргызстана при посредничестве России. СМИ отмечают, что Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров поздоровались, но не стали пожимать друг друга руки. Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями. Эмомали Рахмон, Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудили ход переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана. Достигнута договоренность решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, сообщает пресс-служба. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии. В сообщении администрации президента Кыргызстана также говорится, что Путин, Рахмон и Жапаров обсудили актуальные вопросы по кыргызско-таджикской границе. Как сообщила пресс-служба Кремля, в начале встречи Путин отметил, что и Таджикистан, и Кыргызстан являются близкими союзниками и стратегическими партнерами России. Он также напомнил, что 1 миллион кыргызстанцев и 2 миллиона таджикистанцев живут, работая и учатся в России. Сообщается, что инициатива проведения трехсторонней встречи принадлежит президенту России, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Участники саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли заявление о трансформации форума в международную организацию. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, под председательством которого проходит саммит в Астане, передает Forbes.kz. Он напомнил, что с момента создания совещания государства-члены провели 5 встреч на высшем уровне и 6 министерских встреч, продемонстрировав тем самым активную политическую поддержку процесса СВМДА. В организации в разное время председательствовали Казахстан, Турция, Китай и Таджикистан. Он отметил, что зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали этот вопрос и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. В пресс-службе СВМДА уточнили ТАСС, что речь идет именно о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию. Компания Илона Маска SpaceX просит Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украины спутниковой системы Starlink, сообщил сегодня, 14 октября, американский телеканал CNN. До конца нынешнего года они, по подсчетам SpaceX, составят свыше $120 миллионов. Стоимость услуг Starlink в последующие 12 месяцев оценивается примерно в $400 миллионов. Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени, говорится в соответствующем письме директора по государственным продажам SpaceX, который цитирует CNN. Среди документов, отправленных компанией SpaceX в Пентагон и оказавшихся в распоряжении телеканала, имеется также запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем содержится просьба предоставить еще около 8 тысяч терминалов Starlink. Письмо SpaceX о невозможности финансирования спутниковой системы, как отмечает CNN, появилось на фоне недавних сообщений о масштабных перебоях в работе Starlink в ходе контрнаступления ВСУ. На сегодняшний день SpaceX передала Украине около 20 тысяч единиц Starlink. Илон Маск сообщил ранее, что операция уже обошлась его компанию в $80 миллионов. Терминалы Starlink дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе недоступен, и позволяют украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за признание Российской Федерации террористическим режимом. По словам украинского лидера, решение ПАСы является мощным сигналом мировому сообществу и самой России, что наказание за преступление неизбежно. Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, по результатам срочных дебатов на тему «Новая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» приняла резолюцию, в которой объявила режим России террористическим. Из 100 депутатов за проголосовали 99, против 0, воздержался 1. К проекту резолюции была принята поправка, которая гласит объявить нынешний режим Российской Федерации террористическим.